Министерство культуры и спорта Республики Казахстан представляет. Когда начался парад, и вот эти вот наши международные команды, которые из практически 10 стран мира, показали то, что они умеют, показали то, что умели наши предки общие делать верхом на коне, с оружием, это и луки, и сабли, и копья, да. И это очень здорово. То есть, вот это вот яркие краски образов. Идут венгерские лучники, потом идут турецкие воины, и башкирские, киргизские всадники, да, джигиты. И наши воины, это было очень здорово. И самое главное то, что в этом действии участвовали и наши кокпаристы, которые вот буквально завтра начинается чемпионат Казахстана по кокпару. Все команды участвовали. И наши барысы, да, чемпионы наших регионов, которые завтра тоже начнут бороться за Казахстан барысы, прошли маршем. Это было очень здорово и впечатляюще. Я считаю, что такие события, они в любом жителе Казахстана, в любом казахе, они рождают чувство патриотизма, чувство гордости и, самое главное, чувство единения, что когда-то мы были большим единым народом, который кочевал по просторам Евразии. Хоть мы сейчас живем в разных государствах, в Европе, в Азии, но нас объединяет единое прошлое. Вот мы все кочевники, и у нас общие корни. Идея этого фестиваля – это показать и объединить, и пригласить всех жителей не только Астаны, но и со всего Казахстана и со всего мира, чтобы они приехали, увидели и окунулись в эту атмосферу, которая, наверное, была там несколько столетий, а может быть и веков назад, когда мы были когда-то единым народом, который кочевал по просторам Евразии. То, что он будет ежегодным, мы это уже уверены на 100%. Понятно, что 20-летие Астаны, мы проводим его в Астане. Наверное, первое время мы все-таки будем базироваться здесь, возможно, в Акмолинской области. А в дальнейшем, я думаю, есть логика в том, чтобы кочевать по всем регионам Казахстана, потому что у нас общая территория, у нас общий язык, общие традиции. И я думаю, во всех регионах должны увидеть вот это вот великолепное мероприятие.